18 января проблема с ввозом топлива на территорию Абхазии не решена. С 21 декабря прошлого года в Абхазию не могут ввезти оплаченный бензин те топливные компании, которые закупают его не у Роснефти. Грузкомпания «Азит» почти месяц находится на границе. На сегодняшний день, к сожалению, на текущий момент пока ситуация не разрешилась. Практически все заправки, включая компанию «Азита», которая, я говорю, на текущий момент закрыты. Топливо, которое задекларировано соответствующим образом, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, оно еще простаивает, к сожалению, на территории, приграничной территории, значит, в Российской Федерации. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, депутаты Народного собрания намерены обратиться в Госдуму России с просьбой посодействовать в решении проблемы ввоза топлива. Это решение было принято на заседании парламентской комиссии. По итогу было принято решение, что парламент будет писать письмо своим коллегам в Российскую Думу по данной ситуации, будет обращаться для решения этой ситуации. Правительство Абхазии, по словам Пилия, также намерено обратиться к российским коллегам с тем, чтобы получить хотя бы разъяснение. Правительству было обращено внимание, что они тоже должны обратиться к своим коллегам и решить, получить максимально исчерпывающие документы, по какой причине так получилось. И продолжение комитета будет назначено уже на среду, 12 часов дня. Дальше будем обсуждать этот вопрос. Интервал в неделю взят для того, чтобы все министерства, ведомства, правительство, парламент, все получили максимально и могли отписать своим коллегам, получить максимальные ответы по данной ситуации. В среду уже, я думаю, будет окончательно принято решение, что делать по этому вопросу, по топливной ситуации. Ранее министр экономики Кристина Узган рассказывала о постановлении правительства РФ за номером 2180 от 16 декабря, которое наделило компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Однако, по ее словам, вопрос ввоза уже закупленного товара должен был быть решен. Но топливные компании не устраивает такое решение. Они требуют отменить все ограничения для сохранения здоровой конкуренции на рынке топлива. Коллеги в большинстве своем, насколько мне показалось, на самом деле выразили, соответственно, мнение о том, что монополизацию рынка нельзя допускать, что необходимо предпринять, используя все имеющиеся возможности, инструменты, которые доступны парламенту, меры для того, чтобы эту ситуацию изменить, вернуть, дать возможность всем поставщикам работать. В первую очередь те объемы, которые простаивают на границе, с ними в ближайшее время постараться решить вопрос, ну и, соответственно, решить вопрос относительно того, чтобы на этом рынке была конкуренция, чтобы мы все имели возможность выбирать поставщиков, и в конечном итоге потребители также имели возможность и по качеству, и по цене выбирать среди всех игроков. То есть, чтобы нормальная, здоровая конкуренция существовала на этом рынке. В настоящее время в Абхазии работают только те автозаправочные станции, которые закупают топливо у компании «Роснефть». Из-за этого на АЗС зачастую образуются длинные очереди. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.